На протяжении последних нескольких месяцев мы знакомили вас с историями врачей, первыми заступившими на борьбу с COVID-19. Далее сюжет моей коллеги Лидии Цахиловой о врачах. Яркий воскресный день. Солнечные лучи озаряют небольшой сквер клинической больницы скорой медицинской помощи. Уже с 1 июля медучреждение работает в штатном режиме. Марина Туаева и Зарина Тимирова дружат 10 лет. Вместе отучились на педиатрическом факультете СОГМА и вместе поступили в интернатуру анестезиологии и реанимации. Когда над республикой нависла угроза эпидемии, девушки одними из первых отправились в больницу для спасения жизни и здоровья жителей Осетии. Мы были первыми, кто зашел вообще в эту красную зону. В первое время это было очень страшно, потому что мы, в принципе, не знали, с чем мы столкнулись, как оказывать помощь пациентам. Но со временем страх нас покинул. Это было 2 апреля, это было обычное наше дежурство, когда мы с Зариной Викторовной приехали на работу, не зная того, что нас ждет. Родные девушек были против того, чтобы они шли в красную зону, но тем не менее подруги настояли на своем. Моя мама, конечно, отреагировала очень бурно, она меня отговаривала от этого, говорила: уволься уже из этой больницы, нам это нигде не нужно. Но я знала, что я не могу оставить своих коллег в этой ситуации. Я шла сюда исполнить свой врачебный долг. Не хотели, чтобы я оставалась, хотя они даже предположить не могли, что это так надолго затянется, что нас не будет дома около 3 месяцев. Я и работала, и жила здесь со всеми своими коллегами. Это наша работа, чтобы мы помогали людям, спасали жизни. Сейчас сотрудники КБСП оказывают помощь в плановом режиме, но те напряженные месяцы пандемии оставили свой отпечаток. В первое время было очень трудно, очень большая нагрузка была. Много больных поступало, по 2, по 3 пациента поступало одновременно. И надо было и к одному, и ко второму уделять внимание. Сложно было не только потому, что был большой наплыв больных. Сложно было еще потому, что нас оторвали от нашего привычного уклада жизни. Постоянно находиться в больнице 24 часа, это было очень сложно на протяжении 3 месяцев. Изящная девушка с выразительными карими глазами стать врачом хотела еще с детства. Илона Чельдиева, воплощая свою мечту, окончила Североосетинский медколледж, затем и медицинскую академию. Стаж работы 10 лет. С началом пандемии, не раздумывая, отправилась в красную зону на помощь коллегам. Это было добровольное решение, вообще сомнений никаких не было, сразу решилась. Страшно, наверное, не было. Тяжело было в плане того, что на нас были противочумные костюмы, в которых было невозможно дышать. Хоть и весна была, но было жарко, было душно, было невыносимо дышать в этих костюмах. Мы справились. Работали, несмотря ни на что. Не останавливал и риск заразиться инфекцией. К сожалению, вирус не щадил и врачей. Мы выкладывались на все 100%. У нас многие переболели. И несмотря на то, что болели, могли, наверное, уйти на больничный как-то. Нет, все лечились и выходили обратно в красную зону. У нас есть, к сожалению, сотрудница, которая скончалась, Ярошенко Наталья. Она работала когда-то у нас, потом она перешла работать на Южный, в ту больницу в реанимации работала, и к нам пришла тоже по своей воле помочь нам, потому что было очень много больных. Здесь же заразилась, лежала у нас в реанимации и, к сожалению, скончалась. Сколько ей было лет? 48. Остался сын. Все выкладывались на полную и работают до сих пор. И старшее наше поколение по телефону, мы с ними консультировались, они нам помогали. Все хотели выйти, но, к сожалению, учитывая возраст, не смогли. На помощь откликнулись и студенты-добровольцы, причем не только медицинских вузов. Были студенты, которые к медицине никакого отношения не имели, они к нам приходили работать санитарами также, очень помогали, от них очень много зависело. Медбратья, медсестры, это отдельное спасибо им. Медбрат Хетак Маргиев работает в отделении анестезиологии и реанимации всего лишь год. Недавно окончил педиатрический факультет медакадемии. На время пандемии не остался в стороне и пришел на помощь коллегам. Немного боялись, когда уже начали работать, постепенно освоились.
Трудности бывали, потому что шел большой поток пациентов. Без медбратьев, санитаров, их работа, она была просто застопорилась, потому что мы ухаживаем за больными, делаем их назначения, которые пишут врачи. Каждое лекарственное вещество в данный промежуток времени мы вводим больному. Опыт, приобретенный во время работы в красной зоне, неоценим. Для студентов-добровольцев он стал наставником. Мы объясняли, как мы работаем и в чем заключается вообще наша работа. Показывали, как делать назначения, показывали, как следить за больными, смотреть мониторы, там, где показывают гемодинамику. Все это объясняли. Потом у нас есть инфузоматы, объясняли, как работать с инфузоматами. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваши старания. Спасибо вам Не большое. болейте, не болейте, не болейте, не болейте. Спасибо вам большое. Ирина Засеева впервые видит врача, спасшего ей жизнь без маски. В день, когда Ирина попала в реанимацию, дежурил Эдуард Георгян. Я поступила 25 мая. Меня забрала скорая. Сделали КТ, было поражение легких 50%. И госпитализировали меня, уложили в больницу. Пролечили меня в течение 4 дней. Мое состояние ухудшалось каждым днем. С 30-го ночью на 31-е мне стало совсем плохо. Решили меня реанимировать. Эдуард ко мне пришел, забрал меня в реанимацию. Был вызов в терапевтическое отделение по поводу ухудшения состояния. Нужно было принимать решение и быстренько переводить его в отделение реанимации с дальнейшим переводом на искусственную вентиляцию. Потому что показатели ее дыхательной способности и оксигенации были критические уже. И обманным путем, обманным путем она боялась. Она была еще в сознании, но мы аккуратно, как маленьким ребенком, сделали то, что мы обязаны были делать. Он очень меня ругал, чтобы я дышала. Дыши, Ира, дыши. А я уже не могла. В минуты, когда жизнь Ирины висела на волоске, медики делали все возможное. Спасительный взгляд врачей давал ей надежду. На сегодняшний день я могу не узнать всех в лицо, потому что они были все в масках. Но эти глаза, я только их по глазам узнавала. Я помню, когда Кристина Тугоева, это моя врач по палате, настолько ответственно она подходила к своей работе. Она меня не оставляла ни на минуту. Страх я видела в ее глазах. Я сама чувствовала, что мне все хуже и хуже. И насколько тяжелая работа у врачей, да? Я уже от безысходности, теряя, наверное, на грани потери сознания, я ее за руку беру и прошу: Кристина, говорю, мне очень плохо. Я чувствую что-то неисправимое. Я говорю, единственное, я вас прошу, не оставьте моих детей сиротами. На что у нее глаза были полные слез. Я была в медикаментозной коме и подключена к аппарату. Но после уже, когда пришла я в себя, мне, конечно, рассказывали, но не врачи. Они меня не ставили в известность, что со мной было. Но то, что на самом деле со мной случилось, я осознала, конечно, после. Я настолько благодарна. От грамотного подключения меня к ИВЛу, благодаря Эдуарду, и грамотному лечению, я, наверное, сегодня с вами. То, что это только не одного человека заслуга, а целого отделения. Врачи, медсестры и санитарки, потому что там были определенные положения тела, определенные гигиенические аспекты, которые надо было решать. Очень был приятно удивлен работой волонтеров, студентов, которые независимо от курса, учебы, начальный курс или конец учебы, мальчик, девочка, неважно. Они выполняли так работу свою просто самоотверженно и очень-очень качественно. Что такое счастье для врача? Видеть, как пациент радуется жизни, которая еще вчера зависела от тебя. Лидия Цахилова, Хетак Гапоев, Зараса Кортиева, Мадина Кочиева специально для программы «В итоге».